Привет, Наташа. Привет, привет, меня слышно, видно? Да, все сейчас хорошо, и хорошо слышно, и хорошо видно. Прошу наших зрителей, если что-то идет не так, дать нам знать. Да? Так, ну давайте А то у начнем. меня вообще очень плохо видно. Да? Я тебя хорошо вижу. Ну, это самое главное. Maybe can you start talking, Друзья, please? давайте знакомиться. Добрый день, добрый вечер у нас. Я сегодня нахожусь в Вашингтоне, Наташа тоже. А, Да, Меня зовут Вероника. Да, я сама сейчас в настоящее время живу в одном из городков в пригороде Сан-Франциско. И сегодня мы узнаем больше о Наташе. Наташа, давай тогда ты начинай. Расскажи, пожалуйста, да, всем о себе. друзья, всем доброе утро, добрый вечер. Очень приятно, да, что многие присоединяются. Спасибо, во-первых, да, Вероника, за приглашение. Это, ну, как сказать, прекрасный вечер, завершение дня, поговорить с тобой и рассказать вообще и про себя, и вообще про всю ситуацию, которая вообще в жизни у меня происходит. Да, все пишут привет. Слышно? Видно? Я тебя вижу и слышу хорошо. Пишут, что меня плохо видно, но я в отеле, и у меня вот на самом деле Wi-Fi хороший показывает. Ну, надеюсь, что все будет хорошо при дальше, когда можно будет уже пересмотреть, возможно, сейчас какие-то проблемы. Ну, давай тогда рассказывай, потому что мне написали несколько наших подписчиков с просьбой, пожалуйста, позовите Наташу в прямой эфир. Да, это очень приятно. Давай, расскажи немножко о себе, откуда ты родом, Я... чему училась, Ага, как. ага. Да, я сама родом из Верхневилюйского улуса в Якутии, наверное, знаете. Маленькое село, Харбалах называется. Я там училась в школе. И в Верхневилюйской гимназии я училась. И после этого я поехала... студенчество у меня прошло в Мирном. Я там обучалась... в Мирнинском политехническом институте. Я по образованию учитель английского языка, филолог. Вот. Ну вот. Ага. А дальше после университета чем занималась? Удалось ли поработать учителем? Я, да, поработала учителем, а потом где-то через 1,5 года или года 2 я поехала в Питер, и там тоже работала, жила где-то тоже 1,5 года, где мы, собственно, и познакомились с моим женихом, вот, и все это время, с того момента, это получается 2018 год, с того момента вот мы как бы с ним вместе, и вот все вот это вот наше отношение привело нас, вот, меня вот к моему переезду сюда, в Вашингтон. Hi. Hey, how are you? Yeah, how are you? Good, thank you. Yeah, so excited to learn more about you, guys. Definitely, yes. We're excited to do this interview. Классно, классно, классно. Ну, я Спасибо. буду так периодически переводить. Если у вас к нему будут какие-то вопросы, я тоже буду переводить. И, Ага. Ребята, наши дорогие зрители, пожалуйста, вот там вот внизу в комментариях пишите ваши вопросы, и мы будем очень рады ответить. Наташа, Марсела будут рады ответить на все ваши интересующие вас вопросы. Ну, давайте тогда, в связи с тем, что Марсел уже с нами, расскажите вашу историю красивую. What's our story, baby? Wrong. Long time ago. Ну, у нас, да, вообще история началась в 2018 году, когда в России проводилась по футболу, чемпионат мира по футболу.
И Марсело с другом решили приехать в Россию, посмотреть на футбол, и вот там мы, собственно, с ним и познакомились. И потом уже, да, уже, получается, у нас в этом году было где-то 3,5 года отношений на расстоянии, и вот после всего этого времени вот у нас получилось быть вместе, как говорится. Ага. Ну вот очень-очень-очень много сердечек прямо for Natasha and for Marcella. Какой у нас был следующий вопрос? Прямо такой excitement. Ага, пишут, finally it's happy end. Ну, я думаю, что happy ever after, как называется. Да, а не end, скажем. Ну да, все только начинается, друзья. Все только начинается, так что... Наташ, ты очень открытая, ведешь свой Инстаграм, и если Марсело тебе разрешит, может, он расскажет свою историю, как он сам из Боливии, хотя он очень похож на жгучего испанца, да? Давай попросим его рассказать. Чтобы он сам... Да, и ты можешь перевести. Вообще про встречу? Да, давай с его стороны узнаем, как он тебя увидел. Okay, babe, your time to tell people. My time to shine? Yeah, your time to shine. Your truth. Your show. My show? Okay, yeah, maybe you can tell them the story, how we met. Yeah, I was walking along in St. Petersburg, and she saw this guy, cute guy, and she said, I got him. Да, бедный один ходил по Питеру, и я там увидела его, и сразу такая, все, типа, он мой. Ты в моих сетях. No, funny story. We met by we met buying a beer, né? But then it was like so fast, it was nothing. But our real meet, it was by the toilets. Like she was going to the toilet, we were going to the toilet, and we met there. We just talked, and we asked to go get a Да, beer. ну, как бы первая встреча, когда мы друг друга увидели, это было в очереди за пивом. Это фан-фест, ну, просто огромный, там, где 7000 человек одновременно могли просто быть. Это фан-фест. И мы там стояли, там хотели купить пиво, и вот мы тогда с ним, типа, познакомились. Такие, привет-привет, бла-бла-бла, и все, как бы разошлись потом. А дальше, уже когда все закончилось, такие... мы с подружкой пошли в туалет, в общем, и там огромнейшая очередь вообще просто, ну все люди покидают фан-фест и, как говорится, хотят в туалет попасть. И мы стоим в очереди, и вот они как раз к нам подходят, типа, вот вы же там в очереди же стояли, да, и вот мы так как-то заговорились и пошли там дальше знакомиться, в общем. Ага, здорово. Ну, слушайте, наши зрители просто буквально за несколько минут задали все вопросы, которые я хотела тебе задать. Ну, давай немножко расскажи тогда, чтобы не упускать эти вопросы, я хотела задать следующий. Как вот ты приехала буквально на прошлой неделе, правильно? Да. И вот спрашиваю, какие твои первые впечатления? Friday, you're right? Uh-huh. Friday. Yeah. My first, impressions, ну как, первое впечатление. She said too many trees. Yeah. Like Virginia is full of trees. Да, потому что, да, к сожалению, вот в Якутске у нас очень мало, так сказать, зелени. Да, зелени очень мало, и в Москве как бы так не сильно, да, как бы скажешь, там, если пойти там в какие-то парки и так далее, а вот здесь просто, город,
который там в лесу буквально. Ну, то есть ты не можешь видеть какие-то здания, дома, потому что, ну, очень много деревьев. И первое впечатление, я говорю, мы что, в лесу живем? А оказывается, это просто Наташа, вот вы где такой вот живете? город. А мы живем в Александрии. Was that? Ага. Alexandria? Ага. Yeah, we live in Alexandria. Да. Ага, который является частью Вашингтона. Как и Джорджтаун. Ну, очень близко находится. Ну, то есть мы на окраине, видимо, Алекса. Я еще пока как бы до конца не разобралась, но мы как бы очень близко находимся к самому Вашингтону, и Мэриленд тоже очень близко находится. Yeah, we're super close to everything. Like downtown DC, we're like 15 minutes, 10 minutes. Yeah. Old Town Alexandria, it's another 5 minutes. Maryland is like Summer- 15 minutes. Да. Yeah, great. Yeah. So Marcella, how long have you been living in this area? All my life. Uh-huh. Since like 1990, almost all my life, since I was 10 years old. So Да. Когда ему было yeah, for a 10. long time, like 30 something years. The whole Very family good. is here. They moved all together. The whole family moved when he was 10. Ага. Ну, то есть Марсело уже Yeah, love Virginia. считает Вашингтон своим родным городом, переехал в 10-летнем возрасте и сейчас занимается недвижимостью, Да. правильно? Да, Ага. да. Your like your job, you're doing. Oh, I flip homes. Yeah. Flip, invest in properties, buy rental properties. We buy all houses, fix them, sell them for more money. Ага. Great. Thank That's what you. we're doing. Ага. Investing in real estate. Ага, ну Марсело у Наташи занимается недвижимостью. Наверное, скоро Наташа тоже будет в группе, да, в команде. Да, я тоже очень интересно мне тоже самой. Угу. Мне кажется, недвижимость в США довольно-таки перспективное занятие, и очень многие, если уходят из своей профессии, то они становятся, допустим, агентами по недвижимости. Наташ, расскажи, пожалуйста, ну как это было, вот ваши отношения на расстоянии? Ты можешь отметить хотя бы один плюс в этом? Я понимаю, что супер сложно, ожидание. Да, вот ты знаешь, сейчас уже как бы вспоминать. Я даже в тот раз я вообще всплакнула. Я посмотрела свое видео, которое я сделала, пока я была там. И я такая, господи, боже мой, это же вообще ужас. Не знаю, но какие-то плюсы я вот не могу даже. Ну, это другое. Но разве что вот как сказать, вот встреча вообще вот после всего этого, вот это будет, ну, как бы плюс. Это даже не знаю, как объяснить. Но самое плюсов долгожданное. гораздо больше. Да. И получается, вы встречались в других местах, куда не требовались строгие визы, правильно? Да, мы как только вот мы как начали встречаться, мы решили, ну, как бы, что мы будем встречаться хотя бы, ну, где-нибудь там в третьей стране, ну, хотя бы испытать там свои там отношения, получается у нас или нет. Ну, то есть невозможно просто, ну, не видясь, как бы что-то делать, там, визу или еще что-то. Поэтому нам хотелось сначала, ну, как бы понять, хотим ли мы быть вместе или нет. В общем, поэтому
мы 2 раза ездили, мы сначала в Доминиканскую республику ездили, потом в Испанию ездили, и вот в Испании как раз-таки уже мы решили, что все, типа, мы уже Подходите друг к другу. хотим быть вместе. Угу. Да. Наташа, расскажи, пожалуйста, как тебя родные отпустили? Наверное, им сейчас сложнее всего, наверное. Или ну как твои ощущения? Или как ты их Я вообще готовила со к школы этому? была очень от дома. Со школы я училась в ЛУЗ, в Верхневилюйск ездила постоянно. Но так, как-то у меня нету такой прям супер-пупер привязанности дома, что я там должна быть там. Ну, я, безусловно, очень люблю своих родителей. Я обожаю просто, ну, как-то с ними проводить время, там, побывать там у них тоже очень люблю. Но я больше такой как-то не домашняя, я такая всегда там в разъездах куда-то езжу там, ну и в Мирном я жила, и очень как бы далеко от вообще своей родни, там у меня никого не было там из родственников, например. То есть вот так вот у меня как-то получалось. Ну, уже значит, Ну, самостоятельно. грустно было, конечно, грустно. Ну да, больше так, ага. Ну, грустно, конечно, было, ну а что? Ну, это такая вот жизнь. Все Ага. равно мы увидим, я же как бы не всегда там куда-то уезжаю. Ну, обязательно будет возможность, все равно приеду, они приедут, так что вот так вот. Все лучшее только впереди, скажи. Давай, пока Марсело с нами в эфире, узнаем о его впечатлениях о Якутии. Он успел побывать в Якутии. Time to shine again. Tell us about your impression, Damien. Okay. Somebody asked about the question, Bika? I hope I'm saying Bika. Yeah, it's because he's watching here. So I loved it. Like I think I loved it more because I was there in the summertime. You know, it wasn't cold at all. I was wearing my shorts, my shirt, just walking around the streets. Yakutia, like Yakutsk, the city is like nice, clean. You know, everything was. I really liked it. I really liked it. The food was a little. Some places a little different, yeah. And I was like, I don't know. But everything else, you know, you guys have everything. Honestly, like in Yakutsk, like I didn't think you had everything. Like if you want pastas, you have pastas. If you want burgers, you have burgers. Pizza, you have all the American stuff that you need. You have everything. I mean, like you know, you don't need so much. We wanted to cook some days. Some of the ingredients you guys don't have, you know. Of course, I understand it's so far away too, you know. Spicy stuff for some reason. You guys don't like spicy? Why? You know, the same everybody question loves spicy. So as somebody's asking you about Sakha national cuisine, anything particular you liked about Sakha dishes? The duck soup. I love duck soup. You know, it's like Yakutian traditional duck soup. There's no like, ну, короче, без приправ, без ничего, просто вот так вот сварили, там туда картошки и вот этого вермишеля. Ну, вермишель, да, очень понравилось. Да. Yeah, I love duck soup. I was like eating it like the bones extra like this, you know, like sucking on the bones like so. and of course they sell it here too, but it's not gonna be the same. I mean, right? Yeah, the duck here is not gonna be the same like duck in the village. It's so good. Свежий. Yeah. I love it. Plus we went to her parents. Разведенная. Ага. Марсело что-то сказал. Ему еще понравилось быть у твоих родителей. Oh, we went to her parents' home in the village, no? And I was amazed. I loved it. It was so peaceful, quiet.
it was just like in the mornings we would just get up. Even though one day was raining, you just sat in the porch and it's like it's raining, but it's so calm. It's so relaxing. Like people don't know this life, and it's like you come from here, and this life here is like whoa, like this, and you go over there, and it's like, you know, it's like just so beautiful. It's amazing. Да, в деревню, да, к нам, Наташа, к родителям мы ездили. Ага, вот мы к родителям в деревню ездили, и там ему очень понравилось, говорит, там просто ну, нереально спокойно, там вообще, ну, peaceful, в общем. Ему это очень понравилось. По сравнению с Вашингтоном, Да, ну по да, сравнению где суета с и большими беготня. городами. Ага. Ага. А Марсело успел побывать на Сехе, или это было в другие месяцы? Нет, к сожалению, без Summer Festival you couldn't make Oh, it. I couldn't make it. The festival is at the end of June, and I got there Yeah. July something, July 4th or something. Not 4th, 6th or something, right? Да. Yeah, I traveled right after July 4th from here. Of course, I had to party first before I go somewhere. Он, конечно, он хотел побывать на Сехе, но ну, как-то так не получилось, потому что у нас в конце июня, и он вот только в июле смог приехать. Но он прям очень хочет, и я хочу, чтобы он посмотрел на наш Сех. И ну как-нибудь обязательно we're gonna go and See the festival. Oh, that was honestly, it was like I really wanted to do that, and even last year, I was like, I'm coming back to Yakutsk, but I want to go to the festival. But of course, COVID happened, and they canceled everything. Yeah. And like I couldn't travel, and like because I was gonna go last year. Like my plans was already to go back because like I didn't want to be separated for so long, so my plan was to be there for summer again. Best time to be in Yakutsk is summer. Вот там, кстати, да. I'm not afraid of winter. Like Был вопрос. The only thing bad about summer is mosquitoes. Oh yeah, that's actually I wanted to ask you about mosquitoes. How about mosquitoes? Your relationship? Oh my God, the mosquitoes were so bad. But they I think I'm better than most people because the mosquitoes don't bite me. So I'm like I don't get I don't get itchy at all. Even if they bite me, I don't get itchy. But it's just annoying, you know. It's just like like it's especially when the mountain, like by the river, it was really bad. Like in the city, not so bad, but the river, it was like, yeah, not for me. I need my personal mosquito killer like next to me. Наши зрители, наверное, поняли по эмоциям Марсела, что мы говорим о комарах и мошкаре в Якутске и в Якутии в целом в это летнее время, хотя несмотря на то, что это самое лучшее время, да, Наташа? Да, да. Ну, вот единственное, наверное, что ему не понравилось, это то, что, ну, жесткие у нас комары, мошки, вообще никого не щадят. Да. Значит, был вопрос, который я готовила для тебя, и, кстати, он же поступил к нам сюда на эфир. Я сама приехала в США 5 лет назад по визе невесты. Давай поговорим об этой визе K1, которая называется. Как сейчас, когда и политическая ситуация очень странная, да, что Вашингтон закрывает свои посольства, консульства в России, и еще пандемия. Вот давай про твой опыт. Как вообще проходила эта процедура? Так, мы вообще документы подали в 2019 году в марте. И по нашим подсчетам через год максимум, да, через год где-то вот в марте мы уже должны были уже все закончить, там
пройти интервью в Москве, и уже в марте по нашим подсчетам я уже должна была быть здесь. Вот. Потом все, мы это уже документы подали, ждем, спокойно все. И потом наступает, значит, март 2020 года. Ко мне приходит уже сообщение, ну, то есть меня уже уведомляют, что вот вас уже скоро будут вызывать на интервью. Ну, то есть готовьтесь уже. И мы такие радостные, я даже уже помню этот день, когда я работала в магазине, и Марсела мне позвонил, хотя было ночь или, там, я не знаю, утро или что. Ну, короче, он в какое-то не очень привычное мне время он позвонил и сказал, что типа вот, нам прислали письмо, и все, типа вот, скоро ты уже поедешь на интервью. И мы такие плакали, я уже так обрадовалась, такие вот, все уже заканчивается. Типа вот, уже скоро мы будем вместе. И тут случается какое-то там марта, и там все уже, ширма вот так вот закрывается. Все. И вообще неизвестно, что будет дальше, как будет дальше, что будет работать, не работать. В общем, вообще ничего не известно. И вот мы такие сидим. Потом, ну, у нас какая-то надежда была, что вот, мол, сейчас все это вот закончится быстренько, и все там где-то через месяц, через два, там все устаканится. Типа. Проходит месяц, проходит два, ничего не устаканивается. В общем, все хуже и хуже. Вообще просто, ну, тьма. Вот. И потом мы уже поняли, что это, ну, долгоиграющая штука. Поэтому решили тоже поехать, да, нейтральная территория. Вот. И вот там вот мы увиделись. Потом Новый год, там что-то... Ну, короче, это все очень долго было. И все это время, получается, вот с марта 2020 года, и вот так вот год, где-то март 2021, вот это время вообще, ну, то есть в неизвестность. Что будет дальше, непонятно. Вот. Потом уже, когда в 2021 году, ну, уже этой весной, люди начали переводить кейсы в другие страны. Такое можно было сделать. Да, какая-то движуха началась, типа сейчас вот в Москве начнут. Ну, то есть это для человека с такой слабой психикой, это вообще ужас. Ну, то есть сегодня одно тебе говорят, завтра другое. Ну, то есть не знаешь даже, кому верить. Ну, в то же время сама, как бы, сами мы верили в лучшее. Но это, на самом деле, это и нас вот держало как-то, что мы верили только в лучшее. И потом вот началась движуха, там, девочки, я как раз вступила в группу, это в Телеграме у нас была группа, там, где вот все невесты, жены, которые вот хотят полететь, но не могут тоже. И вот я очень рада, да, что я нашла этот чат, мы там друг другу поддерживали, там, советами как-то делились. И в итоге, да, люди стали переводить кейсы в Польшу, и все, и никакая другая сторона не брала другие кейсы, только Польша. И вот меня они утвердили, типа, вот, мы тебя берем. И я тоже там вообще плакала. Наташ, какие вопросы задавали, помнишь? На интервью? Ой, супер простые вопросы. Ну, то есть видно, что человек как бы уже... Это вот просто вот вопрос жизни и смерти, как будто ты приходишь, скажут, вот какого-то документа не хватает, или еще что-то. Я там уже готова была в обморок просто упасть, или там начать там рыдать уже вообще. И супер такие... как сказать, очень вежливые такие были люди, и там и по-русски нормально говорили, Польша вообще, ну, то есть только супер приятное впечатление.
Вот, и задавали вопросы там, типа, он уже посмотрел мое дело и увидел, что мы там познакомились там-то, там-то, вы, говорит, да, в чемпионате мира познакомились, он спрашивает, типа, кем работает твой жених, там, и, какое у тебя образование, так, то есть такие супер простые вопросы, и он, кстати, еще спросил, ты же издалека приехала, ты же Сибирь. И представляешь, они вот знают, типа вот, там Саха-Якутия, это же супер далеко, это сколько там часов летело. И я такая, I'm sorry, really, I'm talking so much. And, I'm used to it. И он такой, да, типа, сколько часов летела? Я говорю, да, вот 7 часов. Я летела сначала до Москвы, потом так-то так. И он такой, вот, типа, вот какая что вот такая любовь, да? Вот что значит любовь, как будто была. С таким вот лицом на меня посмотрел. Ну, супер приятные люди вообще. Здорово. Еще раз вас поздравляю с получением визы и с твоим переездом. И давай тогда общий вопрос зададим, чтобы Марсела не скучал у тебя. So guys, what are your next steps after Natasha's coming to your place? Like I know, as far as I know, you have like 3 months, 180 days or 90 days to get married, right? 90 days. So yeah. So did you have any plans already done or thought about? That's too fast. No, so our plans is like next month, maybe middle of the month, before Thanksgiving. Yeah. Yeah, so before Thanksgiving, because I mean it's 3 months too. It's like so fast, right? Because like if we want to do something nice, like it takes time to plan. But we want to do something small, more just my family, maybe a few like good friends, and that's it. Oh, great. So actually, I came here with also K1 visa, like fiancé visa. Me too. Yeah, 5 years ago. So our plan, I mean, not already planned, but what we did was elopement to Las Vegas. Yeah, it was great. Like that's good. Yeah, so that's like a little thing to think about. Yeah. I mean, we thought about going to Vegas too, but like it's just that I want to have my family here. Sure. And I wanna have my family and friends, and honestly, my family just went to Vegas. Like, well, not like all of them, but like my brother and my sister went to Vegas 2 weeks ago. Yeah. Like 1 week before she came. I see. And because like they couldn't wait it for us, but we were like keeping it like we didn't want to tell anybody. She didn't even post anything about the interview until like the very last minute. Потому что, ну реально, вот и лишний какой-то сглаз, и все. Настолько у меня так вот в голове было, что я просто никому не хотела говорить. И вот реально, вот так вот я просто... Да, вот просят перевод. Да, я спрашивала Марсела и Наташу, какие у них планы, потому что согласно условиям визы невесты, им дается только 90 дней, да, для того, чтобы узаконить отношения. Вот. Да, давай дальше, Наташа, ты говори. Какие планы у Марсела? В ноябре, вот перед Днем Благодарения, возможно, да, уже сыграем какую-нибудь маленькую нашу свадьбу. Ну, я буду одна, то есть у меня ни друзей нету, ни семьи нету, так что, с его стороны, чтобы была семья, это, я думаю, будет прекрасно. Угу. Вот поэтому как раз я говорю, что так как с моей стороны тоже никаких друзей, родственников здесь не было, поэтому мы уехали маленькой компанией Vegas. И свадьбу справили там. Регистрация свадьбы-то было хорошо, но с одной стороны, конечно, с друзьями и с родственниками это замечательно. Да, я вот тоже сперва так подумала, типа, вот, я буду одна, и вот там с кучей людей будет, я не знаю, типа. Потом я подумала, моих же друзей, моей семьи нет, пускай хоть, его друзья, его там родственники будут, и нормально. Так что... Твои родственники будут в Зуме. Да, точно. Наташа, плюс еще хочу сказать, что в Вашингтоне и в окрестностях очень много саха-диаспоры, так что ты можешь позвать земляков.
Ага. Я уверена, Да. что у тебя Алгыс обеспечен. Да, было бы здорово, да, Да, конечно. Ну, давай. я сейчас только, да, только осваиваюсь, только вообще начинаю понимать вообще, где я, что я, так что все будет, Все впереди. Мгм. да. А там был вопрос про продление визы, но, к сожалению, мы не эксперты по визам, По продлению поэтому, визы. да, продление визы, типа, можно уехать на Багамы и Бермуды, вернуться, и будет автоматическое продление визы. А, ну, по Ну, крайней мере, я, сейчас, к сожалению, да, сейчас ситуация ковид вообще очень неоднозначная такая информация. Это надо вот реально вот уточнять его у каких-то там официальных источников точно. да. Да, это вопрос не к нам. Плюс очень много ограничений с ковидом. И еще был вопрос к Марсело про язык. Marcelo, have you started learning some Russian or Saha maybe? How many words I do you know a know? few words. She's she's studying to be a teacher Yeah. in Russia. She went to university to be a teacher, but she is so little. She has so little patience. Like, Oh my God. like I'm like, baby, teach me Russian, and she's like, Marcelo, you should meet my husband. He will say you the same stuff. already. Uh-huh. So this is a Yakutian thing. It's not Russian. It's not. Да, вот сейчас вопрос поступил от зрителей. Сколько слов знает Марсело на русском и вообще в целом начал ли уже изучать якутский или русский? Вот он говорит, что у Наташи терпения мало. Вообще, это ужас. Вы знаете, английский еще как-то вот, да, преподавать как-то легко, можно сказать. Русский, ну это ну нереально, просто одно слово, там, не знаю, целый листок, всякие эти спряжения там. Склонение. А это как, да, он спрашивает, а вот это почему так? Я говорю, ну это исключение. А потом сразу, а вот это почему так? Ну я говорю, и это исключение. А он говорит, столько исключений, говорит, ну это же вообще, говорит, пипец. Давай. Я тебя очень понимаю. The words that you know in Russian. I know. What do I know? I know how to say hello, привет. I know how to say пока. Good morning. Good morning, доброе утро. Good night, доброй ночи. Great! До свидания. Ага. Начало же положено. I know a few. I watched the movies in, of course, with the titles, and I can understand like a few little words, you know, like here and there. But I would love to learn Russian. Like I would love to learn. I just need somebody a little more patient. Может, Наташа, тебе нужно найти репетитора по русскому для Марсела, чтобы этот процесс прошел такой, знаешь, тихо-мирно. Да. But it doesn't honestly, it doesn't even help me to learn Russian because like I want to know when she's talking to her cousins and her family and mom and dad, and they're speaking Yakutian, you know, and I'm like, Yep. you know, I'm like, what? You know what? What's the point of learning Russian? You know, they're speaking a different language. Wow, it's not true. Это прям ситуация в моей семье, какая происходит. У меня муж Майкл тоже пытался учить русский язык. Да, хочет именно изучить русский, чтобы понять, как бы, о чем я там разговариваю с родней, там, с сестрами и так далее. А тут на тебе ему такие на якутском бла-бла-бла-бла. Я вообще ничего не понимаю. Хотя вот, да, такая же ситуация, у него язык испанский, то есть он с семьей тоже общается на испанском, и вот я хочу начать изучить испанский. Да, он меня тоже не учит. What? You don't teach me Spanish. Have you ever tried? You're like, oh my god, like you don't even ask me. He hasn't even asked me to learn Spanish yet. Okay, this was the permission to. But I'm patient. I can teach. So maybe you can teach her like
Spanish, while like the same stuff Natasha will be translating into Russian. Yeah. Yeah, so a lot of words in Spanish are like the same as Russian. So it's, I think it's like not, it's gonna be a little bit easier, but like it's a lot of words are the same. So there is a not question, but somebody's asking you, Marcela, say, I love you, Natasha, in Russian. Okay. I love you, Natasha, in Russian. Yeah. Oh my God, really? Who's this asking? Alia la la. Alia la la. Making me get in trouble. Yeah, Lublu, Natasha. Ребята, вы классные, пишут тоже такие классные, молодцы. Какие у вас планы, Наташа? Расскажи, пожалуйста, где собираетесь жить, или хотите вот, ну, или будете вот в Вашингтоне? Ну, здесь его дом, и мне тоже очень понравилось. Ну, на первый взгляд, очень классное место для того, чтобы жить, создавать семью. Ну, я вот, учитывая то, что я вот только что приехала, я сейчас уже начну потихонечку осваиваться, смотреть, чем я хочу заниматься. Ну, я уже в голове себе уже прорисовала, как бы, чем я могла бы тут заняться, и начну уже вот двигаться по тем направлениям, которым я... Ну, может, что-то пойдет по-другому, но это все равно, как бы, я очень долго этого ждала. Я не могла как-то со спокойной душой полностью как-то отдаться работе, как-то, не знаю, у меня такого не было, к сожалению, постоянно я ходила там, думала, там, какая депрессия, можно сказать, у меня была, но сейчас уже, как бы, время, когда вот самое время, душой. да, реализовать все свои, там, мечты, там, реализовать все свои планы, которые у меня в голове, так что это очень здорово. Ага. Зрители решили помучить Марсела. Так, что же я хотела, вот только что у меня было что-то в голове, и я забыла. Да, вот был вопрос, кстати, мы его пропустили, спрашивают, как отнеслись твои родители к тому, что зять у них иностранец? Ну, как сказать, мои родители вообще как-то, не знаю, они очень спокойно вообще относятся к выбору вообще. Ну, у них 3 дочерей, получается, да, и То есть они были готовы? Да, ну, то есть кого бы мы ни выбирали, они всегда были готовы принять, и как-то вот так вот они относились. Ну, немножко, конечно, шок-контент, конечно, случился, когда я сказала, что у меня там парень из Южной Америки. Вот, но когда они, ну, в реале уже познакомились, ну, это очень здорово, да, что он смог приехать, познакомиться с другими родителями, и он им очень понравился, и так что все спокойно. Здорово. Здорово, да, что Марселу удалось побывать в Якутске и познакомиться лично. Это, конечно, очень важно. Да. Ну что, Наташ, было очень приятно с тобой познакомиться и увидеться. Да, и мне очень, и мне тоже. Будем на связи. Будешь в Калифорнии, дай знать. Обязательно. Мы поедем когда-нибудь. Да, я тебя сведу обязательно с нашими, кто в окрестностях Вашингтона живет, чтобы тебе тоже было, как бы, знаешь, всегда хорошо иметь близких людей. Ну и давай сюрприз от тебя. Ну, я один такой припевчик, да, спою на якутском языке песню, которую мне очень нравится. Можно начать, да? Hey, what are you gonna say? Yeah, she's gonna sing, Marcela. Yeah, she's such a beautiful singer. Like. Yeah, I agree. You are so lucky. But like, I'm so nervous now. Like. Why are you nervous? Нет, смотри, сколько сердечек. Наташ, давай.
Min sağam canugar kıracağız bolun eder da bolun bağarabın min istim sürekten üyele kallam durdun bu sirge erüdün Argıstak bolun gündü bar canım Eyyege erene bin Ümit ütü sana üyege Ümit ütü sana üyege Ya Wow! Смотри, как Yay. круто. That's it? Yeah! One more time. Oh my god. Marcelo, you're so lucky. You can ask her like every morning and every night. Right? You know? I'm Yeah. just So gonna sing out loud. don't With miss that. it. Every morning, every night. There she's Yeah. learning up. So I wish you guys a lot of like and love. Just be really, really nice to our girl Marcelo. Yeah. Thank So you. just be happy. Thank And you. yeah, Thank you so much. anytime you are in San Francisco, just let me know. Oh, thank you. Thank you. Definitely we will. If you can save the live video in your account, please do it. Of course, we'll do. Ребята, огромное спасибо всем, кто посмотрел этот эфир и посмотрит. Спасибо огромное Наташе и Марсело за такой откровенный, Ой, искренний тебе большое разговор. спасибо. Мы просто прекрасно провели этот час. Да, мне прям как будто мы друг друга знали уже, не знаю, давно. Обязательно сохраним эфир, задавайте вопросы Наташе, я думаю, Наташа, ты ответишь, да, можно Да. ей в директ писать, можно под нашим эфиром. Ну что, удачи и спокойной ночи. У нас Спокойной здесь- ночи, тебе удачи. Спасибо, пока-пока, всем Пока. пока и огромное спасибо, бай-бай. See ya.